все его деяния указывают, что он в рай не попадет, идет в ад. И Аллах спрашивает его, есть ли у тебя оправдание? Он скажет, нет, о Господь мой. Там мы не сможем лгать. Тогда Аллах скажет, есть. Аллах ему скажет, есть. Все, от мала до велика, от самого простого человека, я привел разные тексты, до пророка. Потому что никто не войдет в рай за счет своих деяний. За счет своих деяний. По причине своих деяний, да. Никто из нас не должен зазнаваться, не должен впадать в это состояние, что он молодец, он делает то, делает это, может поститься, он может совершать тахаджуд, он может дает садака и так далее. И мы знаем, кем будет первым зажжен огонь. Мы не должны впасть, не дай Аллах, в это состояние. Фая ибад Аллах, о рабы Аллаха, Аллах Субхану Тааля говорит: «А'узу биллахи минаш шайтанир раджим, алиф лам мим, ахасибан нас». А разве люди считают, что они будут оставлены, сказав всего лишь мы уверовали, и не будут испытаны? وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Мы испытали тех, кто был до них. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا. И Аллах непременно узнает. Аллах и так знает по своему знанию всеобъемлющему. Он испытывает нас, чтобы мы показали себя. صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Чтобы Аллах узнал, кто из вас правдив, а кто из вас лжец. Аятов на этот счет много. Этот мир, мои дорогие братья, он мир испытаний. Кто как себя поведет. Дорога в рай, она усыпана сложностями. Дорога же в ад, она сладкая. Она слащавая, как об этом опять же сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. «Хуффатиль джаннату биль макари». Окружена дорога в рай тем, что неприятно, тем, что сложно, тем, что трудно. А дорога в рай, а дорога в ад, она усыпана чем? Страстями, тем, что сладко человеческой душе, тем, к чему тянется низменная душа человека. В другой версии худжибат, занавес, там, где говорится хуффат. Этот хадис, он достоверный. И Аллах Субхану Тааля велит своему рабу предпринимать необходимые меры, или, как любят многие братья говорить, делать причины, чтобы спастись от ада и войти в рай. Есть очень много побуждений относительно этого. И в Коране, и в сунне посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. В частности, это длинный известный хадис, который вошел в том числе и в 40 хадисов ан-Навави, где Муаз ибн Джабаль, пребывая в пути вместе с пророком саллаллаху алейхи ва саллям, спросил его: «О посланник Аллаха, сообщи мне о деянии, которое введет меня в рай и отдалит меня от огня». И тогда пророк ему, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ты спросил о великом. Лакад саальтани анил азим». И поистине оно легко для того, кому это облегчил Аллах. И далее пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, перечисляет, что же должен делать Муаз, чтобы войти в рай. «Ан та'буда Аллах ва ла тушрику бихи шай'а». В первую очередь должен поклоняться Аллаху, не приобщая Ему никого и ничего в сотоварищ. «Ва туқиму ссаля». И будешь выстаивать обязательные намазы, совершать намазы. «Ва ту'ти закя». И будешь выплачивать закят. «Ва тасуму рамадан». И будешь соблюдать пост. «Ва тахуджуль байт». И совершишь паломничество к дому, хадж совершишь. А затем пророк сказал: «А не сообщить ли мне тебе на врата благого?» Это да, это столпы, о Муаз.
Это самое обязательное, столпы ислама. А не сообщить ли тебе, о Муаз, врата благого? Асауму джунна. Пост есть щит. Уассадака. Щит от чего? Опять же, от страстей, от низменных желаний и так далее. От всего, что тянет к греху. А милостыня, она гасит грех, подобно тому, как огонь тушит воду. Я Аллах, какое сравнение. Васалату раджули мин джауфи лейль. И молитва человека глубокой ночью. Затем он прочитал длинный аят «Татаджафа джунубухум анил маладжи'и» до слов «Я амалюн», а затем сказал: «А не сообщить ли мне тебе об основе, о голове всего этого, о стержне и пике этого?» Затем он сказал, Муаз сказал: «Да, конечно, о посланник Аллаха». И он сказал: голова всего, основание всего – это есть ислам. Стержень его есть намаз, а пик его есть джихад, борьба на пути Аллаха. А затем он сказал: а не сообщит ли мне тебе бимиляки залике куллихи, о том, что держит все это. И он сказал: да, конечно, о пророк Аллаха. И тогда он взял за мой язык, пророк Аллаха взял его за язык и сказал, взял себя за язык, фахада билисанихи, и сказал: куф алейка хада, придержи это, о Муаз. И Муаз сказал: о пророк Аллаха, а разве Аллах взыщет с нас за то, что мы говорим? И тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: да лишится тебя твоя мать. Так говорили арабы, когда было что-то серьезное, угроза какая-то и так далее, порицание. А разве люди не будут брошены в огонь лицами вниз? Или он сказал: носами? Кроме как за то, что пожинают их языки. Этот хадис и другие хадисы, и другие тексты, побуждающие нас творить благое, делать благое, указывающие нам путь в рай. Есть еще один удивительный случай, где посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям говорит про прелюбодейку, про проститутку, подумайте только, грешницу, но которая что сделала? Совершила благой поступок, добрый поступок. Она увидела собаку, умирающую от жажды, проявила милосердие и напоила ее. И было прощено. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит. И было прощено ей. Хадис приводится в Бухари. Или известный хадис, когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям прибыл в Медину. Да? Еще Сальман тогда не был мусульманином. Это Сальман передает. И он приглядывался за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. Вернее, Абдулла ибн Салям передает. Тоже не был мусульманин, иудей. Он приглядывался за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, и он говорит, потому что он знал, то есть этот иудей, еврей, знал, что придет пророк, знал его качество, он был знающим, и поэтому он внимательно следил за словами пророка. И вот пророк прибыл в Медину, и Абдуллах ибн Салям говорит, и я только взглянув на его лицо, понял, что это лицо не лгуна. То есть он для себя такой вывод сделал. И потом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, он говорит, первое, что сказал пророк: о люди, афшус салям, распространяйте приветствие. Ва ат'айму та'ам, кормите людей. Ва силюль архам, соблюдайте родственные связи. Ва саллю биллейли ва насу ниям, совершайте
молитвы, намазы ночью, тогда, когда люди спят. Тадхулуль джанната бисалям. И вы войдете в рай. Делайте это, и вы войдете в рай. Или Аллах Субхану Тааля говорит в аяте: وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةَ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. И будут воззваны, воззвание будет от ангелов, глашатаев в судный день. Вот он рай, который дан вам в наследство по причине того, что вы совершали. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, зачитал этот аят, а перед тем, как зачитать этот аят, сказал: воззовет воззывающий: «Инна лакум ан тасху фаля таскаму абада». Вы будете в здравии, не будете болеть. Имеется в виду в судный день. И поистине вы будете жить и не будете умирать никогда. Поистине вы будете молодыми и не будете стареть никогда. И поистине вы будете пребывать в милости и не будете испытывать трудности, сложности никогда. И потом он зачитал этот аят. Пророк саллаллаху зачитал этот аят. «Вануду ан тилькумуль джанната урithтумуха бима кунтум та'малун». Я привел эти все тексты. И это не все тексты на самом деле. Текстов, как вы знаете, очень много на этот счет, побуждающих делать определенные деяния, указывающих на то, что эти деяния, посредством этих деяний человек войдет в рай. А теперь ключевой вопрос. Войдем ли мы в рай за счет этих деяний? Получим ли мы этот рай, который нам обещан, за эти деяния? Спасемся ли мы от огня за счет этих деяний? Ответ. Ответ нет. Нет. Почему, спросите вы? А потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал однажды, и тут важна глубина, которую я пытаюсь сегодня донести до вас. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, однажды сказал: «Саддиду ва карибу». Старайтесь. Старайтесь делать правильно. Ученые говорят на основании этих хадисов: «Алистикамату бихасби листитаа». Следование человека прямому пути зависит от его возможностей и способностей. Старайтесь настолько, насколько вы можете. Прилагайте все усилия. Вакарибу. Приближайтесь к этому. Делайте все возможное. Не впадайте в крайность. Насколько можете, делайте. Ваабширу. Ждите благих новостей. Ожидайте благого. Живите с позитивом. Иными словами. Но потом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Фаиннаху ла юдхилу ахадан аль-джанната амалу». Но потом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, подчеркнул: «И поистине никого из вас не введет в рай его деяния». То есть никто из вас не войдет в рай за счет своих деяний. И сподвижники спросили: «Валя анта я Расуль Аллах?» И даже ты, о посланник Аллаха? И этот вопрос сподвижников указывает на то, что они стремились получать знания, у них жажда была к получению знаний. Они хотели понять суть, глубину этого. И он сказал: «Валя ана». И даже я. И даже пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не сможет войти в рай за счет своих деяний. Сколько бы мы ни делали, что бы мы ни делали, за счет своих деяний мы не можем удостоиться той степени.
Мы не можем отблагодарить на самом деле Аллаху Субхану ва Тааля все то, что Он нам дал. Илля, далее пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, илля ан ятагаммадани Аллах, за исключением того, как если Аллах меня покроет своей милостью. И поэтому надо чаще, очень часто молить Всевышнего Аллаха, чтобы Он нас миловал. В другой версии говорится, никто из вас не спасется от огня за счет своих деяний. Кто-то из вас спросит, а как так? Там говорилось так, тут говорится так. Как это понять? Есть здесь тонкость. Тонкость заключается в том, что везде, где говорится, делайте это, попадете в рай. Везде, где об этом говорится и проходит харфуль джар, предлог ба, в текстах обычно так и проходит. Бима кунтум та'амалун и так далее. Там говорится, что по причине все эти деяния, действия, они являются всего лишь проводником, средством, причиной. Но когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, не войдете в рай, не по причине, а говорит за счет своих деяний. Там ба сабабия, как это объясняют ученые. Ба, указывающая на причину. Там, где говорится, будете делать то, войдете в рай. По причине. А здесь за счет не войдете. Тут ба аль-айвад или аль-мукабаля. За счет. Это как на рынке, знаете. Пришел на рынок, что? Говоришь, почем помидоры? Условно, 50 гривен. На тебе 50 гривен, взял помидоры. Дал что-то, взял взамен. Взял за деньги что-то. Так в рай не попадем. Только по милости Аллаха попадем. Аллах говорит, делайте это. И лишь Его милость введет нас в рай. Поистине, в день Джума есть такой момент, когда Аллах Субхану ва Тааля принимает наши мольбы. Я надеюсь, что мы застанем этот момент. Фастагфируллах ли ва лакум. Вся эта глубина, братья, суть, которую я пытался донести вам сегодня, она указывает на что? Она указывает на необъемлемую милость Всевышнего Аллаха, от которой мы зависим. Все, от мала до велика, от самого простого человека, я привел разные тексты, до пророка. Потому что никто не войдет в рай за счет своих деяний. За счет своих деяний. По причине своих деяний, да. Поэтому, мои дорогие братья, иман может быть разный. Может расти, опускаться, за исключением пророков. Он только растет у них, да. Никто из нас, это еще один вывод важный, из этих текстов, из этой глубины, о которой мы говорим, не должен зазнаваться, не должен впадать в это состояние, что он молодец, он делает то, делает это, может поститься каждый понедельник, четверг, светлые лунные дни и так далее. Он может совершать тахаджуд, он может дает садака и так далее. И мы знаем, кем будет первым зажжен огонь. Мы не должны впасть, не дай Аллах, в это состояние. Состояние кичливости, дерзости. Зазнался человек, да? Именно поэтому, как говорит Ибн Мас'уд, что говорит Ибн Мас'уд? Человек, грешник, человек верующий относится к своим грехам как? Словно он сидит под скалой, и вот-вот скала обрушится на него. А человек, грешник, относится к своему греху, словно муха села ему на нос, он так вот смахнул ее. Вот она, разница тонкая, да? Чувство, мурахаба такая должна быть. И в завершении
я приведу, который подчеркивает глубину этого смысла всего, о чем мы говорим. Очень удивительный хадис. Передается слов Абдуллаха ибн Амра, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах, приветствует, сказал: поистине в день воскрешения Аллах выделит перед всеми творениями одного человека из моей общины, и развернет перед ним 99 книг с записями, каждая из которых будет такой огромной, насколько объемлет взор человека. Затем Аллах спросит: отрицаешь ли ты что-либо из этого? Поступили ли с тобой несправедливо мои писцы-хранители? Идет суд. Ему показываются его деяния. Он ответит: нет, о Господь мой. Аллах спросит: а есть ли у тебя оправдание? Все. То есть все его деяния указывают, что он в рай не попадет, идет в ад. И Аллах спрашивает его: есть ли у тебя оправдание? Он скажет: нет, о Господь мой. Там мы не сможем лгать. Тогда Аллах скажет: есть. Аллах ему скажет: есть. Поистине, у нас есть одно твое благое дело, и поистине с тобой сегодня не поступят несправедливо. Аллах ему говорит. И тогда вынесут листок, на котором будет записано: я свидетельствую, что нет Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха. Я свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник. Ашхаду ла иляха илля ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расуль. Листок, на котором будет это записано. И скажет Аллах: принеси свой груз, который положат на весы. Принесите его груз, принесите бремя всех его грехов. И покладут это на одну чашу весов. Тогда он скажет: о Господь мой, что весит этот листок по сравнению с этими книгами? То есть человек начнет сомневаться. Аллах скажет: поистине сегодня с тобой не поступят несправедливо. Тогда поместят книги на одну чашу весов, а листок на другую, и легкими окажутся книги, а листок тяжелым. Листок перевесит все то, что пагубное, плохое, греховное он совершал. И не может быть тяжелым рядом с именем Всевышнего Аллаха ничего. Хадис приводит Ахмад, Тирмизи, Ибн Маджа, Ибн Хиббан, Аль-Байхаки. Аль-Альбани считает его достоверным. Много где приводится этот хадис. Этот хадис подчеркивает глубину смысла, про которого мы сегодня говорили с вами. Только лишь по милости Всевышнего Аллаха на самом деле мы войдем в рай. Только за счет этого. Да, по причине своих деяний.